Ну, а теперь, как всегда, поехали. Поехали, начнем мы с вами, знаете, наверное, с чего? Начнем мы с вами с попытки отравления Скрипалей, с выброса токсичных каких-то гадостей в Армянске на заводе «Титан» и с просверленной дырки на Международной космической станции. Я все это специально свел в один такой кусок, потому что отдельно об этом говорить мне не хочется. Мне хочется поговорить об этом в том контексте, что используя слово, скажем так, руконогие, да? Потому что, смотрите, вот люди едут травить Скрипалей. Не что-либо как, а целое главное разведывательное управление супер-сверхнефтедобывающей державы, в которой бабла там вагоны, шпионы и войны, и Сирия, и Донбасс, и все такое. И вот приезжают два человека со славянскими лицами, одетые как эшники на митинге Навального, ровно с такими же выражениями лиц, руки в карманах, не хватает только барсетки, потому что была бы еще барсетка, их вообще можно было бы, конечно, ставить тогда, отсылать в палату меры весов, потому что это эталон, прям вот в Париж бери и отсылай, вот совсем не палевные ребята. Вот они ходят по Лондону, где камеры просто на каждом углу, вот вообще, Лондон, он весь утыкан камерами, там нельзя пройти так, чтобы тебя не засняли хоть одна камера там на протяжении 100 метров. Вот они прилетают вместе из Москвы рейсом Аэрофлота с паспортами, выданными только что, в которых отличается только последняя цифра. Проходят кордон, едут в Солсбери первый раз на разведку, там светятся на всех камерах, возвращаются обратно, едут второй раз в Солсбери, опять светятся на всех камерах, прыскают новичком на ручку двери, где живут Скрипали. Потом этот флакон, специально разработанный флакон, где-то в недрах ГРУ специально разработанный флакон выбрасывают, они думают, что в мусорный ящик, а выбрасывают в бокс для благотворительности, где его подбирает какой-то не самый богатый человек и дарит своей возлюбленной. И они улетают обратно, опять же рейсом Аэрофлота в Москву, имея 2 билета на 2 разных даты. И вот совсем не палец, да, вот прям ничто не выдавало Штирлица, и кроме Буденовки, тащившегося следом парашюта. Вот как до этого можно дойти в стране, где 70 лет развивались институты убийства людей и разведки, и там аквариума, и Лубянки, вот совершенно невозможно. То же самое с Армянском. Вот они захватывают, оккупируют Крым. И за 5 лет, там в чем проблема в Армянске? Значит, там пересохло кислотосодержащее кислотохранилище, да, там должно быть много воды, но перекрывают, значит, Крымский канал перекрывают, воды не хватает, они это хранилище наполняют водой из артезианских скважин. Естественно, эта вода заканчивается, хранилище пересыхает, и в воздух начинает выбрасываться диоксид серы. Диоксид серы, еще его называют сернистый газ. Диоксид серы, когда попадает в атмосферу, и если он начинает контактировать с водой, он превращается в сернистую кислоту. И эта сернистая кислота выпадает сернистыми дождями. То есть за 5 лет, зная об этой проблеме, за 5 лет не сделано было ничего, чтобы не допустить этой экологической катастрофы. Вы, ребята, Крым зачем отжимали? Чтобы его кислотными дождями весь залить? Да? Это вот вам вот так вот все это нужно было, да? И то же самое просверленная дырка на космическом корабле «Союз». Когда человек в корпорации, там, не знаю, где это разработать, НКО «Энергия» или НПО «Энергия», или там Центральное конструкторское бюро тяжелого машиностроения, или где они там все это разрабатывают, или Центр Хруничева, я не знаю. И вот человек, который специально обученный для того, чтобы запускать космические корабли в космос, просверливает в космическом корабле нечаянно дырку дрелью, а потом залепляет ее, ну, слава богу, хоть не жвачкой и не канцелярским клеем, а заклеивает ее специальным каким-то клеем, да, чтобы никто не заметил, чтобы его не лишили премии за несанкционированную дырку. И в таком состоянии космический корабль запускает в космос. В космосе клей трескается и через дырку начинает уходить воздух из космической станции. Дружище, вот ты о чем думал? Ты понимал, малоумный, что ты людей можешь вот этим самым убить, да? Не, абсолютно пофиг.
И вот все эти случаи, они, по-моему, в одной цепочке стоят, и я бы эту цепочку назвал бы, конечно, вырождение в зачатии, потому что они не могут уже ничего, да? Пытались провернуть переворот в Черногории, спалились еще на стадии подготовки переворота. Как мне говорили, первый звоночек они спалились потому, что начали приходить в визовый, в консульский центр Черногории, получать визы. В Черногорию россиянам можно ездить до 30 дней без визы, а если больше, то нужна виза. Но, видимо, они решили, что за 30 дней не управиться, пошли получать какие-то визы. И черногорцы обратили внимание, что к ним один за одним начинают приходить спортивные молодые люди с одинаковым выражением лиц, и все они, и у всех у них указано одно и то же место работы, войсковая часть где-то там под Ростовом. И черногорцы по этому поводу задумались, да? Тоже люди совсем не парились, просто взяли с какими-то грушными паспортами, поехали в Черногорию устраивать там переворот. Ну а что из себя штирлицы разыгрывать, да? Приехали, перевернули, уехали, совсем не спалившись. И вот все, за что они не берутся, все получается у них вот так вот. Вот какое-то уже совсем вырождение в зачатии, какие-то уже совсем руконогие. Бабла вагон, космическая держава, Гагарин, деды летали, международная космическая станция, первая космическая станция, единственная нормально работавшая станция «Мир», протоны там какие-то, Ангара, энергия, опять же, аквариум Лубянка, опять же там производство. И все начинает просто рушиться, просто потому что руконогие. У меня просто другого ответа на этот вопрос нет. И когда вот пытаются искать в деле, скажем, тех же самых Скрипалей, пытаются искать какие-то подводные камни, зачем они сделали так, чтобы напугать или чтобы дать понять, или какое они послание пытались передать миру. Никакого. Просто у них все получается вот так вот через руконожество.